Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши тяжелые будни. Каждый раз, когда надо монтировать ролик, я думаю о том, что выбрать из череды проблем, о чем рассказать на сегодня, что актуальнее или от чего рвется душа. Да, мы не живем спокойно, мы не просто кушаем или гуляем. Нет, конечно. Мы куда-то несемся, перемещаемся, уплотняемся, куда-то вывозим, наспех строим будки. Откуда-то надо съезжать. Надо, чтобы где-то приняли. Мест нет. И снова прошу, обсуждаем, договариваемся. То получается, то не очень. И всегда звучит один вопрос. А ты платить будешь? А как платить? Если на финкураторство, например, щенков, замечательных, прекрасных, откликнулись всего-то 6 человек. И это всего лишь на 3000. А платить надо 49. И так по большинству собак. Это процесс у нас идет разгрузки собак. Целая машина, целый грузовик с собаками. 23 собаки. Красотка, да, это у нас? Ой, ну хорошенькая такая. Вот такие уже двое они сдали. Вот такие вот самые красавцы. Буран и Чили. И вот там целая машина переносок в 2 ряда. Так, хорошо, все тогда. Вот этой мы сдали. Это у нас Алиска. Куда мы? Сейчас, на, держи. Так, сейчас. Наташ, ты... Так, это у нас красотка. Снимать будешь концерт? Да, конечно. Алиса? Это неприподъемная тяжесть. Жалко, что тут весов нет, чтобы показать этот ужас. Килограмм 40 или 45, вот так вот тягаем. Поэтому долги и копятся. А потом скандалы, недопонимание. И забери своих собак куда хочешь. А где мне брать недостающие 46, чтобы заплатить? Это только по щенкам. И вот, чтобы у меня здесь не зависли собаки, которых не на что содержать, мне надо сдавать им анализы, титры на бешенство, чтобы у меня появилась хотя бы возможность выезда, отправки их в семью, как требуют теперешние законы. Для меня самое страшное, если они не будут пристраиваться. А я буду жить в долгах, копить долги, рассказывать вам или сетовать на бедственное положение, и все с протянутой рукой. Все годы у меня было движение. Спасая одних, пристраивала других. Иначе и быть не может. Иначе бы у меня было далеко за 10 тысяч их. А вот сейчас все остановилось. Нет движения, и я с этим не согласна. Пиарим здесь по Москве. Звонков 0. Ощущение, как в западне. Но я не привыкла бездействовать, а за любые действия надо платить. Вот и стоит вопрос. Собранные деньги от дня стольника потратить на корм или на анализы, которые позволят продвинуть собак к семьям. Я пошла на этот шаг и выбрала анализы. Я хочу, чтобы собаки жили в семьях. Ты ко мне хочешь? Ты ко мне хочешь? Такая же я осталась. Что, на ручки надо взять? Ну ты же не тойчик, чтобы тебя на ручках держать. Ой, моя нежность. Ну и что, тебе так не страшно, если ты на ручках, да, у меня? Молодец. 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 Да, вот, как лапочку сложили. Вот. Пока там нам кровушку возьмем. Не трясись, не трясись, не трясись. Да. Вот. Это у нас Барбариска. Не надо? Нужно сменить? Нет, нет, все нормально. Ну, спасибо. Сейчас. Конечно, Симушка. Чтобы я их не перетаскивала с одной передержки на другую, потом на вторую, третью. Из-за долгов это всегда стресс. Да и жить в стае на передержке – это общак, лай, не камильфо. Вчера, например, спокойную собаку Дашку прикусила одна задира. Нога хромает, нога опухла. Отсадить некуда. Ну ладно. Итак,
В этом месяце мы сделали еще рывок, организовали тяжеленную для нас и стрессовую для собак работу, поездку в эту чудо-лабораторию и сдали еще 23 собакам анализ на титры, чтобы как можно быстрее начался отсчет 3 долгожданных месяцев после сдачи. Все. Это наш очкарик. Очкарик, спасенный с ППЖ, да? Ой, ты мой золотой. Хорошка. Сдали кровушку. Кровушку сдали. А и что их опять вдвоем посадят? А нет другой переноски, а? От этой. Ты мой золотой. Бураша. Бурашенька. Бураша. 50-килограммовый мальчик. Ты мой сладкий. Устали вы сидеть в клеточке, устали мои зайчики. Ну, водичку не будешь пить? Ну, где Мордахан? Где Мордахан? На, где мой золотой? И что, надо падать? Мне надо брюхо покажем. Ну, ты хорошка. Ну, ты хорошка. Давай, пойдем. Пойдем сдавать. Ты уже 17-я по счету. Эшли. Присесть захотела? Эшли. Меняемся так на Нордика. Так, отдаем Эшли. Так. Нордик. Шоколадный Нордик. Пойдем, сладкий. Пойдем. Вот какой. О, Нордик. Покажи мне свою мордочку. И тут. Ой, какая шоколадка. Ой, какой красивый, сказали тебе. Комплимент сказали. Очень нежный. Вот какие глаза красивые у Нордика. Мы идем на это ради собак, ради того, чтобы найти им дом, чтобы они не остались у нас навечно, чтобы они не умерли у нас от старости, как на прошлой неделе у меня умер один старичок, не дождавшись семьи. А старичок, уехавший год назад в семью, прекрасно живет и передает приветы. О нем я рассказывала вам в декабре прошлого года. Нисколько, скажи, не боюсь в руках Наташи, да? Когда у меня настроения нет, скажи, я тоже такой не Дочь, молодец. Умеете себя постоять. Своими видео я хотела бы показать, как нелегко и непросто даются эти поездки. Найти машину, которая бы согласилась и помогла в погрузке отстоять все пробки, не растерять собак в этом стрессе. Какая тяжесть только поднять каждую собаку на высоту и опустить, чтобы не сломали ноги. Скажу вам честно, я попробовала помочь, и позвоночник мой крякнул. Вы можете посмотреть, насколько это тяжело. Друзья, таких тяжелых времен я не припомню за 8 якутских лет, что мы только не прошли. Всегда было тяжело. Но то, что сейчас происходит, или это конец, и я выгораю, или идем до конца, но вместе. Но помощь ваша нужна как воздух.
А теперь, если только кто-то из вас пожелает взять себе, если какая семья захочет взять, спасти из этого ада, то без всяких передержек я поучаствую в вывозе, я помогу с перелетом, но чтобы семья встретила в аэропорту. Только тогда их можно успеть спасти. Только семья. Только семья.